Ну смотри, мне знаешь, что интересно насчет Кавказа и нагайцев? Какую они роль сыграли в противостоянии царской власти? Вот было же на Кавказе, Да. скажем так, такой война, газоват, как мы Да. называем, да? Ну, на самом деле, когда Газоват еще не дошел до гор и даже до предгорий, Он был в степях, да? да, первые, кто столкнулись с этим, это еще, скажем так, вообще Кавказской войной не пахнуло тогда, еще это конец 17-го, начало 18 века. Тогда появился на Кавказе один... Некоторые источники говорят, что он вообще из Каракалпак был, некоторые говорят, что он был из казахских чингизидов, некоторые говорят, что он из Башкирии был. Человек, который объявил себя чингизидом и как бы возглавил Газоват против вот русских властей, которые там были, и объединил под своим руководством Ногаев и некоторые соседние народы, в том числе чеченцы присоединялись, кумыки и так далее. Ну, и с кумыками вместе, вот когда еще Чоба Мурза и вот у кумыков Султан Мут, кажется, тогда еще был, тоже объединялись кумыки с ногаями и вместе. Дело в том, что первые, скажем так, вот такое соприкосновение у ногаев непосредственно было с русскими, а потом у кумыков из кавказских народов, потому что с присоединением с присоединением к русскому государству, московскому государству Астраханского ханства, русская власть, скажем так, Московии, она простиралась вплоть до Терека, то есть Ногайская степь, современный Ногайский район, Тарумовский район, Кизляр, они уже вошли в состав московского государства. Там вот на месте древней Тюмени, Тюменское шахмальство, Тюменское княжество было такое государство одно время вот в этой степи. На его месте была построена крепость Терки, это был форпост московского влияния на Кавказе. Потом еще и был поход Петра Первого в Персию, и тогда он прибрежные как бы крепости и города он посещал и принимал от них шерсть. То есть, начиная с Ивана Грозного до Петра Первого все равно были там вот такие стычки, столкновения и так далее. То есть, определенное, скажем, противостояние между кавказскими народами и властями Московии, они были там. Потом вот очень, скажем, темная такая черная страница в истории ногайского народа. Это был, во-первых, это Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому к России, ну, скажем так, фактически под власть России переходило Крымское ханство и все ее территории, которые были населены нугаями, в том числе Вилаят Кубань, это Кубанская Орда. Какое-то время Кубанская Орда по этому договору даже сохраняла независимость. Это вот поэтому она считается последним независимым государством ногайского народа. Это вот на Северном Кавказе, современный Краснодарский край. Например, вот Славянск на Кубани, это наша последняя столица, Яникопыл назывался он, Яникопыл. Если почитать Википедию, то Славянск на Кубани основали казаки. Но на самом деле там город-то был, как бы, да, вот, и это была столица даже Кубанской Орды. Но власти приняли решение о переселении ногайского народа, вот этих кочевий, в казахские степи, и ногайский народ, он поднял восстание тогда, которое было жестко подавлено Суворовым. Ну, туда был отправлен Суворов с войсками, и это все закончилось резней в урочище Кирменчик. Это, кстати говоря, единственная победа Суворова, которую он не любил вспоминать. Это даже, скажем так, библиографы Суворова об этом тоже говорят. Но в Европе это любили вспоминать, и его резню в Польше, и вот эту вот резню на Кубани тоже, на Лабе тоже любили вспоминать. Ну вот, но об этом каждый год вспоминает ногайский народ. То есть 1 октября 1783 года это считается день вот такой скорби и памяти как бы ногайского народа. Геноцида? Да, некоторые говорят геноцид, некоторые ну, не говорят так, скажем, это спорные такие вот. Я думаю, что если с точки зрения там, международного права рассматривать и так далее, то можно, в принципе, это описать как геноцид, но сложно это применять к концу 18 века. Вот, поэтому лично я, например, ну, воздерживаюсь, скажем так, от таких оценок. И после этого уже началась полноценная экспансия. Там уже была построена оборонительная линия вот, по Тереку, по там, Кубани и так далее. И уже были закубанские нугаи, и были
Нугаи с этой стороны, которые с этой стороны Кубани, справа, по правому берегу Кубани, они были подчинены России, а с левой стороны были, считались дикими, ну, такими воинственными. Были мирные, были дикие, короче, вот так. И вот уже тогда начинается Кавказская война, и как бы вот эти противостояния, которые длилось практически там, ну, это даже не 25 лет, это дольше было, да, в разных таких вот отрезках времени. Из Нугаев были такие предводители войска, там, Сокру Хаджи, который осаждал Кизляр, который там отбил калмыков, калмыцкие войска вместе с кабардинцами, они вот в Кабарде как бы воевали против калмыков, тогда вот они разбили полностью войско калмыцкое, такая большая победа была. Потом был такой Измаил Алиев, тоже интересный человек, он был русским генералом, но до этого он был горским, скажем так, предводителем, и он гордился, он никогда не отрекался от своей борьбы против московского, ну, российского государства, но при этом служил ему, короче. Царской России. Да, царской России. Такой из стороны в сторону, короче. И, ну, было много разных таких видных деятелей, Тау Султан, Мурза там и так далее. То есть у нас были мурзы, это потомки такой эмира Эдиге, основателя Ногайской Орды. И вот они как бы в основном отличались в качестве таких предводителей, там, амиров и так далее. И вот если мы берем непосредственно Кавказскую войну, то уже еще со времен Гази Мухаммада, вот Гази Мухаммад вообще, прежде чем начать свою борьбу, он преподавал ислам, в том числе в Ногайской степи. Вот в современном Бабыртовском районе он в ногайских селениях преподавал вместе с имамом Шамилем, но потом, когда они услышали там о смерти отца, то они вернулись в горы и как бы там остались уже, и оттуда пошла уже борьба, и поэтому нугаи непосредственно знали их, лично знали их, и как бы всегда были переселенцы туда, в неподвластные земли, как бы, особенно из бабыртовских нугаев, ну и из других тоже. Степные нугаи, они собирали материальные средства, передавали, то есть об этом было известно, есть в архивах, есть рапорты и так далее. И также там турецкие так называемые эмиссары, то есть посланцы турецкого султана, они шли через ногайские кочевья. То есть это было сложно уследить на самом деле за этим, но в рапортах мы видим, что вот такие вот вещи были. И, например, когда имам Шамиль потом отправлял в Черкесию кабадзехам своего наиба Мухаммад Амина, его тоже, там же нужно было ему туда уйти, и его тоже перевозили ногайские, скажем так, по ногайским кочевьям он прошел, и их привели ногайские проводники. То есть они непосредственно такую поддержку оказывали, но в степи, конечно, такую вот, скажем так, открытую борьбу против царских властей нельзя. Не получалось вести, это только в условиях гор возможно было. Но переселенцы были там Гимры и так далее, там в разных селениях фиксируется. И там то же самое дочь имама Шамиля об этом рассказывает, об одном таком, который преподавал, ученый был из числа нугаев. Ну и в других преданиях из уст людей я периодически слышу, что в таком-то селении есть определенные семьи, которые как бы считается, что они ведут свою родословную от переселенцев нугаев из степи. И некоторые даже сохранили какой-то свой расовый тип и так далее. Это встречается в горах, на самом деле, что такие вот похожие на нугаев люди там встречаются. Это вот считается, что это потомки вот тех переселенцев. Вообще интересная точка, скажем так, прикосновения, конечно же.